В стратегии развития татарского народа, в разработке которой активное участие принимали и донские татары, отмечено самое важное – быть патриотом родной земли, укреплять отечество, обеспечивать полноправную жизнедеятельность татар в содружестве всех народов. Татаро-башкирский культурный центр Якташлар «Земляки» проводит работу, направленную на сохранение этнокультурного наследия в духе воспитания молодого поколения в любви к нашей родине – России. Татары – это народ, который во все времена работает на созидание, на интеграцию общества. Вот почему так важно рассказывать о нашей культуре, патриотизме и особенностях мировоззрения. Огромный вклад татар на службе российского государства в укреплении отечества. Татарские корни имели немало военачальников, государственных деятелей, ученых и представителей интеллигенции. Татары и сегодня успешно трудятся в различных сферах экономики Российской Федерации и во многих уголках мира, вносят свой вклад в решение глобальных задач и вызовов, стоящих перед человечеством. В историческом парке «Россия. Моя история» города Ростова-на-Дону совместно с Татаро-башкирским культурным центром Якташлар «Земляки» при поддержке Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области состоялось торжественное открытие мультимедийной выставки «Россия. Моя история. Татары на службе Отечеству», которая отражает ратный труд и подвиги представителей татарской нации на протяжении столетий на благо нашей страны, включая специальную военную операцию. Если кто-то спросит, кто такие татары, ему, несомненно, надо посмотреть выставку. На экспозиции убеждаешься, что татары – народ с многовековой историей своей государственности, развитой культурой, образованием, обладающие такими качествами, как храбрость, предприимчивость, созидательность. Создатели выставки, а она стала результатом коллективной исследовательской работы правительства Республики Татарстан, Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу, Всемирного конгресса татар, Института истории имени Марджани, Академии наук Республики Татарстан, при содействии Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства культуры Республики Татарстан проделали очень большую работу, и благодаря поддержке исторических парков «Россия. Моя история» города Казани и города Ростова-на-Дону мы можем показать жителям Ростовской области экспозицию самых значимых событий за последние 100 лет, поддерживать мир и согласие, чувствовать скорость и мчаться, не отставая от времени, несмотря ни на какие испытания, стараться удержаться в седле, не упасть, не разбиться и в конечном счете достичь своей цели. Изучение достижений предков воспитывает в молодежи широту взгляда на мир и вдохновляет новые поколения на творческие свершения. В годы Великой Отечественной войны татары, как и весь многонациональный советский народ, поднялись на защиту Родины. В Ростове-на-Дону остался ветеран, участник Великой Отечественной войны Тинчурин Исай Михайлович, который с семьей в далеком 1937 году переехал в Ростов-на-Дону и с самых первых дней защищал нашу Родину. С первых дней войны призывался в армию, да, и с Ростова до Сталинграда пешком. Да. Сталинград там по Волге Ульяновский, да, по Волге, пароход Донбасс. Ульяновский, да, на Урал.
город Бугульма, татаравлыш, Татары бар, да. Бугульмада квартирантар, анан формировался в Сибирь. Сибирьда, значит, самую северную точку Ленинград, самая северная точка, самая южная точка где-то. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали как могли. О таких людях, как Исхак Бабай, говорится в этой песне, о войнах-победителях. В марте ветерану исполнилось 102 года. Защитник Ленинграда, награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны первой степени. Донские татары не оставляют без внимания ветерана. Исхак Бабай, вы сегодня выступаем не только как татары, но и от всего нашего многонационального Дона, все народы Ростовской области, вот организация официальной диаспоры подготовили такую праздничную корзину вам, ветерану, с пожеланием крепкого здоровья, счастья и благополучия. И хотели сказать большой низкий поклон Алие Исаевне за то, что так заботится о вас. Спасибо вам большое, Алия. 120, сколько ж можно? Еще надо, куда? Конечно. Сам старый, не старый, я долгожитель, а душа там и молода. Мы шли долго, очень долго, по путям дорожки фронтовой, да путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. С первых дней войны большинство молодых татар оказались на полях сражений. Многие из них не вернулись. И сейчас современники чтят память, ухаживают за могилами не вернувшихся солдат, возлагают цветы к вечному огню и мемориалам памяти. В рамках патриотического воспитания исполняются песни. И «Катюша» в военные годы стала той самой искрой, которая зажгла сердца бойцов. Kezler zsereljek barem zsicen, jak te kejas, jak genajes ten. Sugeshe szüzek a kader, Katyusaden zsitkersten salam. Sugeshe szüzek a kader, Katyusaden zsitkersten salam. Ukezne is leren et
geçersin, işitsin ümitli jırlar. Bili bezne saklarga kış bulsun, mahabat ne Katyuşa saklar. Bili bezne saklarga kış bulsun, mahabat ne Katyuşa saklar. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. В дни Победного мая провели патриотическую встречу «Мы помним, мы гордимся». Бессмертный полк призван напомнить о победе над фашизмом. Это опыт поколений, где участники смогли взглянуть на героических предков с новой перспективы. В душе каждого из нас живет патриотический огонь, готовый вспыхнуть в момент испытаний. На патриотической встрече участники всех возрастов семьями вспоминали великие поступки, совершенные нашими предками. Май другой, победой трудный, пьяный встретил долгожданную весну. И народ немыслимо упрямый выиграл великую войну. И опять весна. И скольких в мире Танями девчонок назовут. Только вот в большой своей квартире Савичева больше не живут. Вспомнили героев Первой мировой войны, Финской войны и, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны. Отцы, деды, прадеды, прапрадеды, дяди и тети. Участники со слезами на глазах рассказывали о героях. Многие из них не вернулись домой с полей сражений. Их бесстрашие, самоотверженность и преданность стране являются ярким примером для каждого. Бабакая призвали в 41 году. У него осталась дочка, моя бабушка. Ей был 1 годик. Его забрали в Мурманск строить аэродром. Очки Бабакай получил множество осколочных ранений, в том числе глаз, у него нету глаза. Вот. И у него было очень сильное ранение, осколочное в ногу. Это мой второй прадедушка, Тураев Мифтях Исмаилович. Прошел 2 войны, Финскую и Великую Отечественную войну. Финскую войну получил ранение. Призвали его с города Астрахани. Ушел на войну, дома остались 2 детей, которые вследствие умерли от голода. А второй брат моего отца, вот Дашкин Джанша Ибрагимович, он вернулся с войны. Он был пулеметчиком, танкистом-пулеметчиком. Он вернулся с войны, но от ранений долго не прожил, к сожалению. Сюняков Белял Мухуддинович. Он служил моряком на флоте в Крыму. Потом начал службу на корабле «Красный Крым». Но их подбили немцы, и он 3 суток болтался на воде. Вот он рассказывал, он говорит, я просто вот лежал на море вот так вот. Просто болтала его на воде, пока его не подобрал наш корабль. 9 бала тәрбияләп үстергәннәр. Һәм инде 3 кыз, 6 малай. 4 августында алып китәләр. Сугышны ул Воронеж фронтының Карпат дивизиясендәге 4-нче артиллерия полкында башлап җибәрә. Иптәшләре һәм командирлары алдында бик дәрәҗәле сугышчы һәм дус буларак дан казанган безнең бабай. Аның командиры Кырым татары милләтеннән булып чыга. Ул һәр вакыт бабамызга әйтеп килә. Мин Талип, сугыш беткәч гаиләң белән Кырымга күчеп киләсең дә, мин сине зур колхозда җитәкче итеп куям дигән. Участник гражданской войны, служил в кавалерии. Во время Великой Отечественной войны призвался в ряды советской армии.
воевал в пехоте, имеет награды. При форсировании реки Дон был тяжело ранен. Целый год лежал в госпитале в городе Армавир. В 1941 году призвали в ряды советской армии. Служил связистом, участвовал в боях за город Сталинград. Прошел всю Европу. Одну из наград он получил под Берлином. Залез в ледяную воду и наладил связь с командованием. Когда практически вся дивизия, все красноармейцы, все погибли, вот как раз в этих боях и погиб мой дедушка. Он пропал без вести в боях, повторяю, за Керченский полуостров. Вот минута молчания павшим в Великой Отечественной войне память, он тоже там упомянут. Моя бабушка, Елкушова Асияна Сергиновна, она одна воспитала 2 детей. Моя мама, Гатаулина Раиса Умяровна, она работала в 32-й школе учителем всю свою жизнь. Он учился, окончил на летчика, только закончил, и его сразу забрали на войну. Знаю только, что один только случай, который он рассказывал, говорит, я думал, что я уже умираю, и вот, говорит, на самолет летят, говорит, ну все, уже попрощался со своей жизнью, и вдруг немец, бах, разворачивается и улетает, и поэтому он остался жив. Но умер он пришел раненый, очень долго лечился, умер он в 1996 году. Отдельно упомянули тружеников тыла, тех, кто ждал возвращения своих родных и работал на нужды фронта. Потому что они работали с 6 лет, все знают, такое было время. И наш татарский поселок Гзыл-Аул Обливского района, он находился более 5 месяцев в оккупации. И практически все подростки, а в то время им было 13-14 лет, они уходили за железную дорогу к партизанам, где шли боевые действия. И просто на самом деле никто ничего не рассказывал. Ни бабушки, ни дедушки вообще про войну молчали. Это было очень тяжело, чтобы кто-то рассказал. Знаю, что только их 2 старших братьев и сестра воевали. Один летчиком был, вернулся, дядь Леша. Дядь Костя в танке сгорел под церковью. И тетя Зина, оборона Сталинграда, работала хлебопеком, вернулась. Общие достижения и победы, испытания и лишения сформировали и закалили многонациональную семью, в которой татары занимают свое достойное место. Недруги нашей страны для ослабления государства, раскола российского общества, как это не раз бывало, ставят под сомнение наши цивилизованные ценности, то, что нас объединяет, и прежде всего единство народов России. Татары плоть от плоти, патриоты и государственники. Во все самые сложные времена мы проявляли преданность своей родине. Сегодня стране особенно необходимо быть единой и сплоченной. Только такая Россия может быть гарантом развития нашего народа. Патриотические мероприятия очень важны для сохранения нашей исторической памяти, воспитания будущего поколения в духе любви к родине, патриотизма, нацеленности на развитие и укрепление нашей культурной самобытности.